В рамках мероприятий, посвященных Великой Победе, якутяне посетили Новгородскую область. В городе Старая Русса делегация республики побывала в музее Северо-Западного фронта, где хранится память о бойцах из далекой Якутии. Далее расскажет Айсена Бурнашова. Наряду с оружием, котелками и окровавленными письмами в музее Старой Руссы выставлены экспонаты в память о матерях солдат. Именно на их долю выпало страшное испытание – воспитать поколение, принявшее на себя удар Великой Отечественной войны. Так здесь хранятся материалы о жительнице села Баяга Татинского Улуса. Об уникальной женщине, которой в Якутии тоже открыт комплекс, Феврония Малгина, которая отдала 5 своих сыновей, и никто из них не вернулся. Земля Северо-Западного фронта буквально усеяна павшими солдатами. Ежегодно здесь находят сотни останков погибших. Уже 3-й год к поисковым отрядам Новгородской области стали активно присоединяться молодые девушки и юноши из Якутии. 21 апреля из города Якутска выехала поисковая группа в составе 7 человек, 5 девушек, я руководитель и еще 1 молодой человек. В этот раз у нас поднято 9 бойцов. Из них установлен пока только в данное время 1 боец. Когда первый раз я взяла в руки кость, нет, меня это не напугало. Главной нашей целью – это восстановить какую-то человеческую справедливость и дать имена тем героям, которые пропали без вести очень давно. Якутию и Новгородскую область крепкими узами связали страшные события войны. В 1943 году 19-я отдельная лыжная бригада, в составе которой 597 посланцев из республики, попала под немецкий обстрел. В память о героизме и отваге солдат на берегу Ильменя состоялся торжественно-патриотический митинг. Поклониться своим дедам, тем, кто оставил здесь след на земле, кто историческую свою миссию человека выполнил, сделав нас свободными гражданами, тогда Советского Союза, сегодня России. С тех страшных сражений прошло ровно 75 лет. В память о храбрости и мужестве якутских солдат на берегу озера была установлена якутская коновязь «Сергия». За пределами республики я сделал 8-е. Дерево нашли здесь, но здесь лиственницы нету. Поэтому пришлось выбрать сосну. Но обработали мы, думаю, хорошо. Сергия как олицетворение единства 2 регионов. В следующем году исполняется 75 лет со дня освобождения Старой Руссы от немецко-фашистских захватчиков. В планах у новгородцев реконструкция военных действий на озере Ильмень. Глава Бордовский Василий Владимирович предложили Якутии приехать участвовать. Я уверен, что глава республики, правительство республики, общественность нашей республики поддержит, и мы всеми силами примем участие. А завершились памятные мероприятия на берегу священного озера национальным танцем «Осохай». Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Новгородская область.